3 часа 9 минут. Я уже проснулся, ночевал, затапливал печку ночью. Горячо все. Давайте посмотрим, что творится на улице. Туланчик, а там туманчик такой. Хорошо. Запах травы. Вот он. Птицы уже поют. Еще. Ну, вот так все выглядит. Я в бушлате. Потому что, блин, спотел. Без бушки тепло. Даже жарко. Дым уже перестал идти. Ну, там 4 маленьких полена я затапливал. Небольшая роса. Хорошо, сейчас прохладно. Ну, я раньше встал, ребят. Потому что я хочу сейчас ездить за за валежником, чтобы построить. Хочу начать заготавливать материал, чтобы построить беседку. Днем невозможно работать, а вот с утра, когда еще прохладно, вдоль дороги съездим, посмотрим. Если найдем, я на весенней охоте там присматривал, там несколько штук лежит, и надо спилить, привезти. Если получится, привезем, и уже в августе будем строить такой, обновим вот эту беседку, поленницу, все это вместе надо сделать. В принципе, у меня уже тут несколько штук есть этих бревен на стойку. Там надо нижние венцы. Ну, 4-6 штук надо. 6 штук. Надеюсь, найду. Ну, тут у меня есть уже несколько штук. 3-4 штуки даже есть. Вон они. 1, 2, 3. Вот это 4. Тоже ништяк. 4 штуки. Значит, получается, нам надо, если стойка уже есть, стойки есть, значит, нижние венцы нам надо 4 штуки привезти, и верхние лаги 2 штуки. 6 штук надо. Ну, 6 штук это найдем. Там, в принципе, были, лежат. Туман красивый. Красивый туман. Ладно, сейчас попью чай. Вот, видно, что Тулан тут ночевал. Вот на этом месте. Шерсть остался у него. Откуда у него столько шерсти выпало? Вроде ты не линяешь ничего. Ну да. Я думал, в будке он ночевал, да ни хрена вот тут. Ладно. Надо работать по утру. Днем уже жарко и становится лень. Тулан уже запрыгивал в кузов. Но я его не отпускаю. Ну, недалеко съездим. Выгрузил лишние вещи. Вот триммер, палатку. Не палатку, а резиновую лодку. И все остальное по мелочи. Оставляю только пилу. Оставляю пилу. И еще сумка ключа где-то. Ключ надо взять. Что-то куда-то что-то застряло. Ключей еще возьму. Всякий пожар. Налегке съездим. Может и ничего не найдем. Но в принципе там были. Были.
Туман еще не рассеялся. Ну, прошло там минут 20, я кружку чая попил и все. Помазался антикомарином самодельным, гвоздика. С водкой разбавил. Испытываю. Ну так, приятный запах. По разной колее еду. Хочу протоптать вот здесь по груди тут трава. Очень много травы. Ну, не надо далеко ехать, вон он поперек дороги свалившееся дерево. Но он чуть-чуть тонковатый и не по размеру мне, блин. Там тоже дальше должен быть. Кругом эти валежники. Только вдоль дороги. Конечно, мне удобнее стройматериалы валежники собирать на буране. В стороне выбор побольше. А тут возле дороги есть, конечно, их до хрена. Вон он, свежий. Сломавшееся дерево. Тоже как будто вот. Это на дрова спилю, наверное, если успею. Очень сучья. Сейчас дальше съезжу еще. Так. Вот это бревно хорошее. Должно быть. Надеюсь, не гнилое. По размеру, по толщине. Блять, с грибами она. Грибы это хреново. Вот. Ладно, ребят, я буду выбирать, пилить, загружать. Вон в стороне машина. Так приходится. Так, ну, в принципе, вот это мне подходит. Там, конечно, подальше еще лучше есть материал, но он уже далеко. Тоже таскать одному не очень приятно. Ну все, ребят, я материалы на каркас привез, чтобы построить новую беседку. Было очень тяжело с выбором, так как когда идешь пешком, просто вот присматриваешься, кажется, что, как сказать, эти валежники недалеко от дороги, легко тащить, но, блин, когда начинаешь волоком тащить, вообще гиблое дело. Вот, смотрите. Ну, другого материала нету. Уже как бы наполовину, конечно, они уже синие. Это говорит о том, что болонь начинает подгнивать. Но для этого у меня вот смолистые чурки, вот это,
Вот на эти смолистые чурки я построю новый каркас. Вот. Получается у меня два длинных. Это вот последний уже все, думаю, последний вот этот, ну, примерно на 5 метров я не найду. Но вот ты ищешь и не находишь. И потом на обратном пути возле дороги, которая поперек дороги лежала, вот эта сосна, вот, пришлось эту сосну взять. Он бы как не полностью еще высох. Ну, кора отходит, но он очень тяжелый. А вот эти уже старые бревна, они намного легче. Ну, посмотрим, что из этого получится, ребят. Если ничего, планы не поменяются, в августе уже начну собирать вот эту конструкцию я полностью разберу, и вместо этого уже построим новую. Чуть-чуть получится подлиннее, ну и там будет 2 ряда примерно дров, столик, ну и место, где еще посидеть. Основное дровяник надо мне, потому что все время дрова раскиданы то там, то здесь. У меня и за баней там дрова, и здесь, и где-то под елками еще. Вот тут. А когда в одной куче будет, что зимой, что летом, что осенью, вот ты приезжаешь и уже получается от дождя спрятанные, от снега. Ну, надеюсь, вы поняли, что у меня в планах. Вот так. Самое главное, нудная работа, это, поиски вот этого валежника. Вытаскиваешь из леса, загружаешь. Я поэтому и говорю, вот такую работу надо на буране сделать. На буране в любую точку можно заехать, прям загрузиться, там, вот ты встанешь возле валежника, там загрузился и все. А в одиночку волоком, таскать не очень приятно. Ну, конечно, чуть-чуть. Ну, лет 20-то прослужит, а больше не надо. А больше не надо уже, ребята. Так что сейчас я скипячу чай, наверное, разбавлю вермишель. Быстрый завтрак организую. Организую быстрый завтрак. И в планах у меня еще сегодня сходить за... как же это-то? За кедровыми шишками. Наверное, лет 20 назад, последний раз я когда ходил за кедровыми шишками. Между прочим, моя жена еще, Викторовна, ни разу, оказывается, не пробовала кедровые орешки. Именно вот дикие кедровые орешки. Вот, сегодня я схожу за ними. Идти далеко. Сперва поеду на машине, потом километров 5 еще пешком идти. И там уже будет, как сказать, где вот кедрачи растут. Придется нести на себе резиновую лодку, чтобы переплыть речку, вот эту речку. Если здесь я переплыву, идти, полдня. Мне надо как-то хоть до Евроизбы, если получится, до Евроизбы, где вот с евроокном изба, до туда поехать на машине, оттуда уже идти пешком. Ну вот, все, вроде все рассказал, показал утреннюю свою работу. Сейчас я буду завтракать. Сперва затоплю костер. Птицы поют, очень душно на улице становится. Туман рассеялся, солнце встало. В принципе, все красиво, как вчерашнее утро, вот такое же становится. Не знаю по времени сейчас сколько. Хотел лапшу заварить, но решил нагреть суп вчерашний, остатки. Водички похлебаю там. Такого аппетита, скажу вам, нету у меня.
Но завтракать надо, потому что если схожу туда, куда я задумал, это у меня на целый день. Полдня точно уйдет на это. Бульончик такой. Вкусно. Первое препятствие. Чуть не сел на мост. Не знаю, как выехать. Назад дать и правее взять. Хороший бугор тут, блин. Там колея мне не нравится, блин. На каракатах катаются, но я могу здесь конкретно сесть. Если так взять, тык-тык-тык-тык-тык, можно проехать. Но, думаю, уже не стоит рисковать. Ямы нехорошие. Нет. Тут уже евроизба. Вот этот подъем поднимаешься, направо поворачиваешь, и изба. Но здесь оставлю. В принципе, основное я доехал. Так-то не глубоко, но нет. Неохота мне с домкратами возиться, честно слово. Здесь оставлю и пойду пешком.
Короче, ребят, я здесь. Все оставлю. Машину оставлю. Рюкзак возьму, лодку возьму и пойдем пешком дальше. Такого антикомарина уже в продаже нету. Он вообще огонь хороший. Вот так мажешься и на часик забываешь про комаров.